Летом 1920 года Умар Алиев стал делегатом Второго конгресса Третьего коммунистического интернационала. По его завершению Алиева назначают уполномоченным наркомнатца по Северному Кавказу. В сентябре он принимает участие в работе Первого съезда народов Востока в Баку. 14 октября Умар выступает на заседании Политбюро ЦК РКПБ под председательством Ленина, на котором карачаевец говорит о том, что горцы желают иметь свою советскую национальную государственность. Тогда-то и было принято постановление, давшее зеленый свет автономиям горских народов. В нем, в частности, говорилось: признать необходимым проведение в жизнь автономии в соответствующих конкретным условиям формах для тех восточных национальностей, которые не имеют еще автономных учреждений. 18 октября Умар Алиев по предложению Ленина делает доклад на заседании Политбюро об экономическом и политическом положении в Карачае. В нем, в частности, Горец говорит: «Я заявляю, что карачаевцы могут быть наиболее преданными и стойкими сторонниками нового строительства при условии правильной политической работы, сообразующейся с их психологическими и бытовыми особенностями». После ознакомления с этим докладом и прочтения предпроводительной записки Алиева, Ленин, трижды подчеркнув некоторые слова, внизу записки Умара Джашуевича написал красными чернилами: «Товарищ Каменский, по-моему, надо тотчас послать копию товарищу Сталину для бюро ЦК на Кавказе, а этот оригинал перешлите товарищу Крестинскому. Ответьте мне также несколько слов по существу доклада». 18 октября. Ленин. А уже 19 ноября 1920 года за подписью Умара Алиева образуется Карачаевский автономный округ со столицей в Кисловодске, входящий в состав Горской Советской Республики. В январе 1922 года образовалась Карачаево-Черкесская автономная область. Главой Ревкома новой области был избран Алиев. В 1926 году была основана Карачаевская автономная область со столицей в Кисловодске. На следующий год столицу перенесли в новый город Микоян-Шахар, как тогда называли Карачаевск, а Кисловодск оставался центром Малокарачаевского района вплоть до репрессии и депортации карачаевцев 2 ноября 1943 года.